Каждое утро типичный житель этих мест начинает с пополнения мусорных складирований вдоль дороги. Человек идет на работу и оставляет мусорные мешки, например, вот здесь. Понятное дело, нарушает закон. Вот только другого выхода сегодня у него просто нет. Контейнеров не сыскать по всей округе. Работники дорожной компании сетуют. Вывозить мусор с обочин дорог приходится постоянно. Они действий граждан, казалось бы, совершенно бесцеремонных, не понимают. Это ежедневно. Это даже вот изо дня в день не то, что вот это бывает, что вообще вот такие мешки ставят. И вот мы, женщины, грузим это все. Диваны, все выносят. Все досконально, все. Также вот и эти вот мусорные урны на остановках, тоже все домашние отходы. Все там находится. И тоже вот ругаемся, и на нас кричат. Вот только у жителей есть свой ответ. Пенсионеры и люди без машин вывозить мусор на свалку возможности не имеют. Здесь же ни одной урны. Причем частники заверяют, были бы рады наличию контейнеров. И платить за их содержание готовы. Вот только сомнительное предложение. Не интересует ни одну организацию. А мэрия к вопросу подключаться тоже не спешит. Мол, поиск обслуживающей организации – это дело частное. А еще потому, что в бюджете средств на это не заложено. У меня стоит здесь мешок около ворот, такой хороший. Ну и раз в неделю, раз в месяц, как он по мере наполнения, я его увожу на свалку. Я пытался выяснить этот вопрос. Когда-то пару лет назад поднимал, звонил в службу благоустройства, по-моему, да, называется. Звонил. Мне там безрезультатно. Вот, они сказали, нам это не интересно. Так прямо вот открытым текстом и сказали. Выходит замкнутый круг. Платить готовы, а некому. Так и получается живописный пейзаж на дорогах. А еще мусор складируют в старых развалинах сгоревшей школы. К слову, когда-то здесь стояли контейнеры лет 10 назад. Как только учреждения закрыли, не стало и их. И эта ситуация не исключение, а скорее правило. В общественные организации, отчаявшись получить помощь от местной администрации, обращаются жители со всего города. Кто-то, конечно, пытается сжечь на территории мусор, кто-то как, но в основном многие идут по пути. Контейнеров не находят, мусорных баков, и куда оставить? Один оставил, второй оставил, третий оставил, и поэтому несанкционированы вот такие вот свалки. Администрация проблему решает. По-своему, наказывая нарушителей рублем. В средствах массовой информации, рассказывающих о таких проверочных рейдах, споры среди читателей разгораются нешуточные. Куда должны пенсионеры таскаться? Все жильцы готовы платить за вывоз мусора, но городу это не нужно. Не хотят ставить контейнеры. Так редко по этой статье штрафуют. Повально надо, может, чище станет. А может, администрацию начать штрафовать за отсутствие контейнеров и за нежелание организовывать вывоз мусора, пусть и платно? Но по мусорным контейнерам в лесозаводе я не очень понимаю вопрос. Там ничего не будет меняться в ближайшее время, кроме того, что мы практически в ручном режиме работаем с управляющей компанией над тем, чтобы она своевременно и качественно выполняла свои обязанности по вывозу данного мусора. А ведь жители всего-то и просят выступить мэрию в роли третейского судьи, найти организацию, которая объединит каждого, наладив, наконец, вывоз отходов за деньги. Любовь Филиппова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.